Дешевый проезд, когда нет денег, нет маршрутной мафии. Балбах Тулюбаев, не делай бардак. Именно с такими лозунгами горожане вышли сегодня на митинг возле здания мэрии города Бишкек. Они требовали, чтобы тарифы на маршрутные такси остались прежними. Маселе жок, анткени азыр бул пандемиянын учурунда баарыбыз тең ачык болуп ток болуп отурабыз. Кайбирибиздин жумушубуз токтоп калган, жумуш иштеген балдардын баары токтоп калышкан. Эптеп үйдө пенсионер болсо, ошо пенсия менен жашап атабыз. Эгерде көтөрө турган болсо, бийлик анда пенсионерлердин да акчасын көтөрсүн, мектеп жашындагы балдардын баарын, бойго жете элек балдардын баарына пособие төлөп берсин, башка үлкөн өлкөлөрдөй болуп. 10 сомдун биринчи каяка кетип атканын билели. Бул жерде аябай терең изилдөө керек. Анан кийин мэр менен Балбах Тулюбаев менен шаардык кеңеш менен бул жерден туруктуу комиссия аркылуу чечип, сүйлөшүп, талкуулап, ачык айкын талкуу болуп, бул акчалар каяка кетип атат? Протестующие не отказались от идеи, что исполняющий обязанности мэра Балбах Тулюбаев должен уйти в отставку, если не выполнит волю народа. По их словам, спрос населения превышает интересы частных компаний, предоставляющих маршрутки. Поэтому вопрос нужно решать без промедления. Балбах Тулюбаев говорит, что был вынужден принять их условия. Думаю, нельзя с этим затягивать, так как это негативно может сказаться на простых гражданах столицы, которые регулярно пользуются услугами маршрутных такси. Участники акции протеста требовали, если невозможно сохранить прежний тариф, то хотя бы 15 сомов нужно сделать в ночное время суток. Они также считают, что школьникам и пенсионерам должны предоставляться льготы. Такие требования они сделали и во время встречи с советником Балбаха Тулюбаева Аскатом Осмоновым и исполняющим обязанности заместителя начальника по транспорту Уланом Бейшимбаевым. На сегодняшний день по данному вопросу создана рабочая группа. Мы делаем анализ регулятивных воздействий. Затем все эти материалы отправляются в Минэкономики. Далее после рассмотрения будет определенная цена. Сейчас рано говорить, что будет 15 или 20 сомов. А льготникам, которые вы упомянули, цена останется по-прежнему. Помимо автобусов и троллейбусов на данный момент в Бишкеке работает более 1500 микроавтобусов и 39 компаний. Участники акции протеста говорят, что у водителей этих маршруток есть свой интерес в этом вопросе. Мы на данный момент ведем переговоры со всеми. Среди водителей нет определенной стратегии. Мы предлагаем им открыть новые маршрутные линии и в то же время ставим свои условия, такие как предоставление льгот для уязвимых слоев населения, чтобы не было стоячих пассажиров. Также предлагаем переходить на газ. Все будет открыто и прозрачно. Никто никого не крышует. Стоит отметить, ранее власти города обещали постараться решить вопрос до мая. Перед этим состоится обсуждение со всеми сторонами, но пока дата проведения встречи пока не назначена. Азамат Кинжешев, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.